Всем доброе утро, мы проснулись, 9 утра. Тот, кто долго спит. Да, остальные уже там с 8, наверное, с 7 встали. У нас сегодня на завтрак харус. А как они понимают, что они услышат? Хотел устроиться вот тут. Алексей Климентьевич, это что у вас, расскажите? В школу едете, да? Это для детских садов развивающие игры. А, там в Аймиконе, да, вы будете? Или тут тоже? Тут тоже. Сейчас по садикам поедете, да? Ну, здорово, у нас очень хорошая миссия тут. Так, ну что, позавтракали? Едем покататься. Вон баня наша. Сегодня тоже примем. Привет, малыш. Ох ты, хороший песен. Так, напомню, мы в Тамторе, да? До Аймикона мы еще не добрались. Скоро доберемся. Это вот Луаз. Ну-ка. Ух ты. Вы когда-нибудь катались на Луазике? Я нет. Интересно. Сидеть удобно так, лежишь как будто бы в гоночном каре. Ищем метеорологическую станцию. Это одно из наших заданий на сегодня. Сегодня у нас тоже квесты выполняем. Пока на станции мы находимся, решили вам немножко с Вероникой. Вероника Высоких, помощник, привет всем. советник мэра по туризму. Наш старший, да, ты у нас? Да, капитан. Капитан этой экспедиции. Капитан и штурман. Вот хочу вас познакомить с нашими ребятами, а то мы так едем и не знакомы. Начнем по порядку. Марка мы взяли случайно буквально. Семен Морович, это председатель Федерации автомобилистов, нам подсадил реаниматолога, врача. Решил нас не отпускать просто так. Не отпускать просто так. То есть мы в надежных руках. Да, если что. Так, дальше. Ребята. Тимир, помаши ручкой. Помаши ручкой. Тимир и Нюргун. Они работники окружной администрации города Якутска. Главные автолюбители мэрии, можно так сказать. Наши профессионалы-водители, да? Профессионалы-водители. С ними тоже мы доехали вообще очень хорошо вчера. Спасибо Тимиру. Тимир и Нюргун, да? Нюргун — наша машина сопровождения. И Спиридон. Спиридон Лопатин, известный в нашем городе оператор. Есть компания Кем Видео, у которой весь город заказывает разные классные ролики, клипы и такие вещи. Мы взяли Спиридона, чтобы снять крутой ролик про Аймикон. Вот. Спиридон у нас снаряжен коптером, разными камерами крутыми, поэтому, думаю, должны получиться ролики классные. Замеряем глубину снега, снежного покрова. Сколько получается? 25 сантиметров, Давай да? я встану. Ага. Так, плотность снежного покрова измеряем, вот да? цилиндр то же самое, 25 сантиметров. Так, вот чик, да? Ага. Прям до конца. Оп. Переворачивайте сразу Переворачивать, да? А, вот таблицы. равновесие должно быть, да? Это как весы. Ага. Каждые полчаса замеры делаются, да? 3 часа. А, 3. 3 часа. А для авиации Ежечасно. каждые 30 минут, как самолет. Нет, ну когда самолет каждый 30, а вообще ежечасно. В этом году станция исполнилась 90 лет, да? Да. Была открыта не здесь, она была открыта вот там, крест Тамтор, где вы были, только туда к реке. 40 километров, вот у нас Аймикон находится село. Ага. Вот юго-восточнее, да, оно находится от села Аймикон. Тамтор как такового не было, там несколько юрт было. И потом она меняла свои, как говорится, дислокации. В 34-м ее прикрыли. И вот, короче, вот там она была. И потом ее в 98-м уже сюда перенесли, сделали Вот на это объединенной, место. потому что аэропорт заморозили. И уже она здесь и вот по сей день. Аппаратуру поставили, все уже, все новейшее. А вы сами сколько лет уже работаете? Ну вообще в гидромедслужбе я работаю 14 лет, начальником 5-й год. Да, я в авиации работал, я вообще летчик. На вертолетах летал. Мы с вами приехали в аэропорт Аймиконского района. Все готовятся встречать главу республики. Так, дайте-ка я прочитаю. Аэропорт Аймикон построен в 1942 году. Пересадочный пункт трассы Фэрбэнкс-Якутск-Красноярск в годы Великой Отечественной войны.
А нас на туре 7, что ли? Раз, два, три, 4, А сейчас 5, 7, 6. Дома на 7 уже было. Прикалываюсь, что мы Белоснежка и 7 гномов. Друзья, мы с вами находимся возле монумента фиксации температуры минус 71,2 в селе Тамтор. Есть в Аймиконе, я так понимаю, своя фиксация точки, но вот это именно здесь, 71,2. Интересно, когда-нибудь я испытаю такую температуру. Очень хочу хотя бы до минус 50, потому что этой зимой не получилось. Было минус 46 самое большое, что удалось испытать. Придется ждать следующей зимы. Круто. На Китай похож, да? Не, у вас задание там, вон, куча, вот. Фоткаться и горки, Конечно. там все дела. Ну. Горки искать, там, фоткаться и так далее, и так далее. Ну, вот, честно скажу, да, наверное, скорее всего, за лучшее, как это, не оснащение, да, оформление автомобиля команды. Наверное, уже номинацию отхватили, это точно. Но у нас и форма, видели, какая? Да. Общее фотографирование с бригадой судей. Сейчас я встану, подожди. Участники выстраиваются. Начинаем парад. Все экипажи выстроились. Международный фестиваль туризма «Полюс холода-2019» объявляется открытым. Ура! Кристаллы зимы и холода возвращены Чингисхану на полюс холода, чтобы единый символ мирового холода до следующей зимы хранился в ледяной утробе священной горы. Преклоняясь перед духом огня, просим радость и благополучие для нас. Ура! Ура! Еще раз ура! Ура! Успел я прибежать. Везде не успеешь, и там, и там. Очень крутая атмосфера. Есть кругом одни очень такие солидные люди. Именно уважаемые. Мне говорят, то-то, судьи, они из ассоциации автомото спорта. И вот больше я не запомнил ничего. Ну что, пока наши старшие пошли на круглый стол, мы тут гуляем, ждем. Сейчас, зуб больной, ковырнул зуб. Так сильно разболелась, что аж некомфортно стало. Вот Марк, наш врач, реаниматолог, сделал мне укол. Кетанова или кетарола. Давно мне уколов не делали. Вообще, я помню, как-то научился сам делать себе уколы. Могу себе подтолкнуть. Что за палатки, интересно? Все вокруг такие гостеприимные. Предложили нам попить горячего чайку. Спасибо большое, спасибо. Проходите. Оп. О, приятного аппетита всем.
Вот тут вообще здорово все накрыто. Можно прям к столу присесть, да? Серьезно? А это для гостей у вас тут организовано, да? Для гостей организовано? У нас просто еще 2 гостя в машине сидят. Их можно с собой позвать? Сейчас позовем. Это кровяная, да, колбаса? Ух ты, вот это, да? Ну-ка. А вот это оленина, да? Блин, а мы наелись. Посидим тогда, подождем, пока у нас аппетит проснется. Хоть мы и сыты и съели уже по тарелке супа, но это грех не попробовать будет. Я, оказывается, первый раз пробую оленину, нормально. Супчик съел вкусный, вот сейчас. А что, тут утка еще есть, да? Где она тут? Где-то, да? Попробуй. Блин, да. Саламат, да? Это тоже традиционное якутское блюдо. Саламат — это сбитые сливки, да? Что-то еще тут, ну, в общем, жирненькая такая штука, вкусная. В нее хлеб макает. Язык оленя? А где оно? Это, да? Блин. Ну, на говяжий похож. Но это все-таки оленей. Полынь еще, да? Так, меня тут решили закормить, я сейчас это... Как называется? Юре. Юре. Это суп из потрохов и еще полынь добавляет. Очень полезный. Я сейчас, конечно, лопну, но съем. Это очень вкусно. Ладно, поступила команда по коням. Все, всем приятного аппетита. Спасибо большое. Очень душевный праздник. Такое чувство прям внутри приятное. Это взлетная полоса, да, вот так вот перед нами? Мы в надежных руках. Я выше спину стал чуть-чуть. Все опустело. Едем. Сейчас дальше в Омикон. Мисс Полюс холода, по-моему, будет конкурс. Солнце шпарит вообще. В машине сидишь, а стекла прям как по-весеннему так греет. Вот такая вот дорога, вообще разбомбили все. День очень насыщенный, хотя время еще 2 часа, час дня. Начинаю замечать, что мне становится очень близка культура народа Саха. Когда вот вижу все эти вот обряды. Ой, надо ехать. Мы, короче, долго убеждали, договорились. Ты будешь в жюри на Мисс Полюс холода. Серьезно? Да. Да ладно. Прикиньте. Что, вы не прикалываетесь, да? Серьезно? Нет. Ты будешь в жюри со мной. Офигеть. Второй высокий. Круто. Между 2 высоких. Вот это неожиданно. Неожиданно. Девочки, сохраните мои данные. А мне уметь что-то надо будет там? Или просто надо глазеть на девчонок? Самая лучшая работа в мире. Вот так вот, представляете, вообще неожиданно. За прошлый сезон 328 человек посетило Омикон. Из них 278 иностранцев. Вы представляете? Всего 30-40 человек из Якутии ездит сюда, таких как мы с вами. Ну ладно. Это же самое плачевное, что может быть. С нашим бизнес-сообществом, с нашими предпринимателями, ну позови ты 50 на 50 построй гостевой дом, да? Этот будет обеспечивать поток якутских наших городских сюда и заселять тебе этот дом. Будете делить как бы доход, да? Что за речка? Уйдусу. Не, ну вроде можно, вон, видишь. Аккуратненько. Тимир говорит, не едем. Стрёмный мост. А это что, единственный мост в Омикон? Здравствуйте. А Омикон в какую сторону? Вообще в другую сторону, да? Все ясно. Обратно в Тамтор? Обратно в Тамтор. Ой, я еще посплю, значит, да. Так, какие планы на вечер? Мисс Полюс холода, ну 7 часов. Сейчас буду. Ты участвуешь, да? Я судья. Участвую. Все, хватит с меня участий. Сапожки вычищу. А они с Омикона возвращаются, да, уже? Алексей Клементьевич уже миссию свою выполнил, да, сказал, все?
По школам, по садикам проехал, все, подарки раздал. Алексей Климентьевич у нас он кто? Ну-ка расскажи еще раз, у него много... Начальник управления образования. Начальник управления образования города Якутска, еще он альпинист, да? Да, он президент Федерации альпинизма Республики Саха-Якутия. Во. И скалолаза. Альпинизм и скалолазание. Оказывается, это он президент организации, которая меня обучает сейчас на альпиниста. Вот так вот для меня это было открытием этой поездки, что он... А в здании, где ты обучаешься, здание второй школы, 10 лет он был директором этой школы. Вторую школу, да, он был Да, директором? да. Вот такие вот почетные люди в составе нашей делегации. Это круто. Все, финишная прямая у нас, да? Езжаем боевиком. Ну, наконец-то. Вот она, да, самая холодная точка Б? Где была зафиксирована самая низкая температура. Вот так надо сказать. Да. Все. Или ты уже снимаешь? Ты уже все сказала. А то я опять что-нибудь неправильно скажу. Вот оно то самое место, куда люди едут со всего мира посмотреть. Вот наконец-то я тоже оказался тут. Здесь была зарегистрирована наиболее низкая температура воздуха в северном полушарии. Минус 71,2. Как быстро я оказался здесь, в Аймиконе, на полюсе холода. Вот так вот очень круто и неожиданно все повернулось, что я попал сюда. Хочу передать привет своему родному городу, Сосновому Бору, всем моим друзьям. Вот я подумал, что отсюда, наверное, это будет прикольно сделать. Родителям, мама, папа, друзья, все мои. Персонально выделять не буду, потому что кого-то могу забыть, это точно. Ну, я сам не из Санкт-Петербурга, а рос я в школе в Сосновом Бору, это Атомград. Там находится Ленинградская атомная электростанция. Всему Питеру передаю большой привет. Всем моим друзьям в Питере, друзьям, коллегам с прошлой работы. Мам, пап, вам тоже большой привет с полюса холода. Сестренка Лена, тебе привет. Привет всему Севастополю, Василисе, Мише, вам всем. В общем, всех люблю, по всем скучаю. Здесь тоже были сегодня мероприятия, но мы на них не успели. Вот видите, как зимой делают сцену, чтобы она была больше. Оп. Мишка. Почему ты выбрал именно сову? Администрация закрыта. Все. В общем, хорошо покатались, но останемся без сертификатов. Это значит, что нам придется еще раз приехать, да? За ними. Есть же в термосе вода. Ну все, хоть и поездка наша называется Аймикон полюс холода. Аймикон мы посетили минут на 15, да? Примерно. Но посетили же. А сейчас едем обратно в Тамтор. Потому что все основные мероприятия будут там. Следующее мероприятие — это конкурс красоты Мисс Полюс Холода. Я надеюсь успеть привести себя в порядок. Помыть хотя бы бошку свою. Всю базовую. Ну как, все нормально? Как денек прошел? Не виделись сегодня весь день. Искупались? Что, купаться не ходили? Нет, а куда так ходить-то купаться? Я так и не Где понял. заправка? Дальше заправка как раз я тебе показывал. Да? Спал. Ну завтра, наверное, сходим. Да? Да? Сегодня Завтра, чтобы покупаться. Покупались вы, да? Да, вот только приехал. О, нормально. Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, дорогие гости. Добро пожаловать на конкурс «Мисс Полюс Холода 2019». Итак, разрешите, с вашего позволения, представить состав жюри. Итак, Ирина Сергеевна Высокая, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Ду Янь, заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного правительства Пхе. Вероника Юрьевна Высоких, советник главы окружной администрации город Якутск по туризму. Руслан Валерьевич Ачиров,
телеведущий, заместитель председателя Федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Республики Саха-Якутия. И Игорь Александрович Ермаков, блогер. Я надеюсь, что в дальнейшем смогу еще участвовать в такое замечательное мероприятие. 现场的所有好朋友们，大家晚上好。 Добрый вечер, дорогие друзья! 我是来自中国黑河的张爽。 Меня зовут Чжан Шуан. Я приехал из порта Хэйхэ, Китай. Подводит итоги конкурса. Кто же у нас будет сегодня мисс Полюс холода? Чуть не сказал мисс Якутия, да? Подвела техника на конкурсе, камера села, в общем, все хорошо. Всех поздравили. Сказал даже небольшую речь со сцены, растерялся. Дал интервью журналистам. Да, я. Я тут пытаюсь речь толкнуть. Меня позвали на мунях. Я так понимаю, что это празднование. Что такое мунях? Собрание. Собрание, да? Прием главы. Пойду погреюсь чуть-чуть, что-то тут холодно. Ух ты. Да тут поляна накрыта. А я не при параде. Никто не предупреждал. Там в середине. Никипр. Давай. Жевала просто, когда ходили в школу. Благодарю администрацию Аймиконского района, поселок Тамтор за теплый прием, за стол накрытый. Спасибо большое. Я хочу сказать, что вот эти 2-3 дня уже, которые мы едем из города на машине, я себя чувствую настоящим туристом, идейным вдохновителем именно нашего экипажа, как участника ралли-рейда была именно Сардана Владимировна. Она сказала: Алексей Климентьевич не был в Аймиконе, я не была в Аймиконе, позор вам, вы должны поехать, посетить. Хочу сказать, что да, администрация у нас новая, молодая. Я в администрации буквально еще 2 месяцев нет. Алексей Климентьевич – это начальник управления образования в мэрии города Якутска. Он тоже сравнительно недавно, в ноябре пришел работать в октябре. Совместно с Русским географическим обществом, со службой спасения нашей республики, мы сделали 3 года тому назад первые в республике 5 альпинистских маршрутов на хребте Черском. И благодаря, они вошли в международный реестр, и все альпинисты мира знают, что есть полюс холода, Аймикон, и знают, что есть альпинистские маршруты, и есть Федерация альпинизма и скалолазания. Я руководитель Федерации альпинизма и скалолазания, и этим, и начальник управления образования, и этим летом в рамках этого соглашения, я надеюсь, мы реализуем 100% экспедицию. Вот. Наш местный артист собирается тоже с нами поучаствовать. Сделаем альпинистские маршруты легкие на Афродите. Это будет красиво. Ну что тоже с нами будут французы.
И мы сделаем легкие маршруты, ну, первой категории, чтобы они тоже вошли в международный реестр, и чтобы все постарались. То есть логистика до хребта Черского очень трудно. То есть мы реализовали в купе от РГО, там, службы спасения. Это была такая очень громадная работа, финансово емкая. А вот если вот мы это сделаем, то будет очень доступно. Очень приятно было. Да. Это Любомир, знаменитый певец Якутии. Знакомьтесь. Любомир, правильно я сказал? Что? Любомир зовут, да? А он знаменитый, да? Он композитор, тогда автор. Автор, да? И вот его песни поют артист наш эстрады. Ну что, сегодня был хороший денек. Мне сегодня даже слишком много чести выпало. Как ты чувствовал себя в своей тарелке? Немного. Жюри в конкурсе. Потом вот это праздничный стол с главой. Сейчас баня. Завтра мы решили с утра ехать. Сижу, топлю баньку. Надо погреться. Завтра воскресенье, все, уезжаем. Еще раз баню покажу. Вот мне хозяинка как показала, что вот сюда плещешь и греешь вот здесь в этом в предбаннике. Там тут тоже парилка получается. Здесь вот скамейки. А мы догадались, что эту железячку отсюда убрать, сюда поставили. И сюда вот уже изнутри. Не видно, наверное. Так, отдаешь, греешь, сидишь.